Статья 32 Конституции Кыргызской Республики гарантирует право каждого гражданина на образование, включая и осужденных граждан, находящихся в местах лишения свободы. Статья 80 Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики гласит: в исправительных учреждениях организуется обязательное начальное профессиональное образование или профессиональная подготовка осужденных, не имеющих профессии, по которой осужденный может работать в данном учреждении и после освобождения из него. Возможности получения качественного профессионального образования в профессиональных училищах при исправительных учреждениях в настоящее время ограничены, так как существующие учебные мастерские и учебные классы находятся в плохом состоянии. Большинство учебного оборудования либо не работает, либо морально устарело и не позволяет получать практические навыки. Методический уровень и технические навыки и знания большинства мастеров производственного обучения устарели и требуют совершенствования. Деятельность проекта была направлена на повышение качества профессионального обучения в исправительных учреждениях для поддержки процесса реабилитации осужденных в местах лишения свободы и после освобождения через профессиональное образование и развитие жизненных навыков. Одной из задач проекта была также повышение профессионального уровня психологов и социальных работников исправительных учреждений и мастеров профессиональных училищ. Деятельность осуществлялась в исправительных учреждениях номер 1, село Молдавановка, номер 47, город Бишкек, и номер 2, это женская колония, село Степное. Мастера производственного обучения профессиональных училищ получили новые знания и развили умения в разработке учебных программ и материалов, а также в методике обучения. Обучение будет больше практически, что для вашей целевой группы эти практические навыки будут больше польза. Профессиональные училища были обеспечены разработанными инновационными модульными программами и методическими материалами по 5 профессиям, 5-модульной учебной программой по жизненным навыкам, а также наглядными пособиями, демонстрационными материалами и учебной литературой.
Для улучшения условий обучения были отремонтированы учебные классы и мастерские в проектных исправительных учреждениях, а также для учащихся осужденных установлено новое современное оборудование и мебель для практических и теоретических занятий. на 6 курсах по профессиям: обжигальщик материалов, электросварщик, швея-раскройщик, оператор швейного оборудования, пекарь-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрических машин и оборудования. 164 осужденных получили новые знания и развили профессиональные навыки. По окончании обучения выпускники получили сертификаты.
Приобретенные профессии значительно повысят возможности трудоустройства осужденных в местах лишения свободы, а также и после освобождения. Участие в курсах по жизненным навыкам помогло осужденным повысить уровень самооценки, строить бесконфликтные взаимоотношения, а также сформировать навыки здорового образа жизни и безопасного поведения.
Психологи и социальные работники исправительных учреждений ознакомились с современными требованиями к психологу на тренинге «Основы пенитенциарной психологии» и получили знания о функциях психологов, а также овладели основами и навыками, определяющими компетентность психолога и социального работника исправительных учреждений. Проект завершился церемонией открытия учебных классов и мастерских в исправительном учреждении номер 2, в котором приняли участие представители Европейского Союза, Государственной службы исполнения наказаний, Агентства по профессионально-техническому образованию, DVV International, Кыргызская ассоциация образования взрослых. Сегодняшняя церемония открытия учебных классов и помещений посвящена завершению проекта «Шанс образования взрослых в учреждениях пенитенциарной системы». Проект «Шанс» был реализован в поддержке Европейского Союза. В рамках этого проекта были отремонтированы учебные классы и мастерские в исправительных учреждениях номер 2, номер 47 и номер 1. В исправительном учреждении номер 2, где мы сейчас с вами находимся, были отремонтированы учебные классы и мастерские по профессиям декондитер и швея-оператор швейного оборудования. Необходимо отметить, что огромное значение реформирования уголовно-исполнительной системы играет сотрудничество с международными и неправительственными организациями. Благодаря данному сотрудничеству на сегодня в пенитенциарной системе Кыргызской Республики реализуются проекты, направленные на внедрение международных стандартов содержания заключенных. Но прежде всего мне хотелось бы передать поздравления с успешной реализацией проекта от наших коллег из Бона, там наша головная организация, из Ташкента, где у нас региональный офис. И, конечно, реализовать этот проект стало возможно благодаря программе реформирования уголовно-исполнительной системы в Кыргызской Республике. А, конечно, совместные усилия ГСИ, АПТО, начальников учреждений, персонала учреждений, директоров училищ, персонала училищ, позволили сделать этот проект возможным, успешным. Кондитер, вот за 3 месяца они научились приготавливать вот такие пищевые продукты, которые, я думаю, будут использоваться не только спросом внутри, но и за территорией. Я хочу от лица наших подруг сказать вам большое спасибо. Вы дали нам веру в свои силы. Вы дали нам надежду,
что мы можем все начать сначала. И все это сделано с большой любовью. Поздравляю всех еще раз. Для нас это грустный праздник. Как бы со слезами на глазах мы прощаемся с этим проектом, но я думаю, ненадолго. Всего доброго, до свидания. Результаты проекта были представлены широкой общественности на пресс-конференции, посвященной завершению проекта. В области пенитенциарной системы DVV International имеет опыт работы в нескольких странах, и поэтому для нас было очень важно, когда в Кыргызстане начался этот проект. Проект был интересный, проект был важный. И вот то, что надо сказать, вклад проекта, конечно, для системы профтехобразования, он очень огромен, знаете. И мы получили вот большой вклад. Во-первых, конечно, проект улучшил качество обучения. Во-первых, вот в чем же? В том, путем укрепления материально-технической базы. Конечно, это установка нового оборудования. Во-вторых, конечно, очень большой вклад, это действительно, надо признать, у нас повысился потенциал. Это мастеров производственного обучения, да. И как раз я думаю, что этот проект сделал очень большой вклад именно в реализацию государственной программы, поддержка пенитенциарной системы или поддержка и реформа пенитенциарной системы в Кыргызской республике. Этот проект стал возможным благодаря финансовой поддержке Европейского Союза, благодаря тесному сотрудничеству DVV International и Кыргызской ассоциации образования взрослых, а также активному содействию Государственной службы исполнения наказаний, руководства исправительных учреждений, Агентства по профессионально-техническому образованию, административно-педагогического состава профессиональных училищ и активному участию самих осужденных.